Министр труда Канады пообещал, что в следующем году правительство примет закон о запрете использования товаров, произведенных с использованием принудительного труда в цепочке поставок Канады. Как сообщила 13 июня Canadian Global News, уйгурские правозащитники в интервью канадской прессе объяснили важность закона, обещанного Министерством труда Канады, что закон уже должен быть принят, потому что Китай заставляет уйгуров работать силой в Восточном Туркестане. Министр труда Канады привел в пример, что Китай до сих пор продолжает продавать в больших масштабах в России. Государственный департамент США недавно выпустил ежегодный отчет о состоянии торговли людьми в различных странах и регионах и усилиях различных правительств по борьбе с этим преступлением. В этом году Китай входит в число стран с наихудшей ситуацией с торговлей людьми в мире. В докладе основное внимание уделяется политике принуждения к труду уйгуров, проводимой китайским правительством. Утверждается, что китайское правительство перевело уйгуров и другие этнические меньшинства Восточного Туркестана на фабрики в китайских провинциях под эгидой профессионального обучения посредством угроз. Фирма по кибербезопасности Mandiant, принадлежащая американской фирме Google, заявила в четверг, что поддерживаемые государством китайские хакеры воспользовались уязвимостью в популярном почтовом приложении, чтобы взломать сети сотен государственных и частных организаций по всему миру. Причем почти треть из них – Министерство иностранных дел и государственные учреждения. Согласно отчету консалтинговой фирмы Henley & Partners по инвестиционной миграции, ожидается, что Китай станет страной, которая потеряла больше всего долларовых миллионеров из-за иммиграции в этом году. Согласно данным, в 2022 году из Китая мигрировали 10 800 человек с высокими доходами, и ожидается, что в этом году уедут еще 13 500 человек. Это не то, что началось с пандемией, сказал Эндрю Амайлс, директор по исследованиям New World Wealth, глобальной компании по анализу состояния и благосостояния, которая помогла создать отчет. Министерство торговли Китая сообщило, что за первые 4 месяца года объем торговли между Китаем и арабскими странами увеличился на 2,1% в год. На очередной пресс-конференции, проводимой министерством, официальный представитель Шу Цзюйтин подчеркнул, что экономическое и торговое сотрудничество является источником мотивации для отношений между Китаем и арабскими странами. Шу сказал, по данным министерства, объем торговли между Китаем и арабскими странами в январе-апреле увеличился на 2,1% в годовом исчислении и достиг 134 миллиардов 860 миллионов долларов. Также продолжался рост двусторонних инвестиций. Американская подводная лодка с баллистическими ракетами класса Огайо US Мичиган прибыла в порт Пусан, Южная Корея, через день после испытания баллистической ракеты Северной Кореи.